Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Елена Зинатуллина. И вот о чем сегодня в выпуске. Расширение сотрудничества. У нас очень много пересечений в части авиационных наших производств. О чем Рустам Минниханов договорился в Ульяновской области, узнал Дмитрий Аренин. Историческое событие для речного флота Татарстана. Современное судно, абсолютно новое, да, ему еще, что называется, практически муха не сидела. Впервые по Волге в Ульяновск отправился новый метеор. На нем прокатилась и поделится эмоциями Вероника Гайнутдинова. Если хочешь научить плавать ребенка. Тенденция к тому идет. Как мне кажется, все на гаджетах. В гаджетах они хорошо плавают. Хватает ли в республике бассейнов и много ли желающих научиться плавать? Подробнее в материале с Ириной Васильевой. Сегодня Рустам Минниханов с рабочим визитом находился в Ульяновской области. В течение дня была очень насыщенная программа. Райс республики посетил ряд объектов, прошли деловые встречи. У Татарстана и Ульяновской области хорошие перспективы наращивания торгово-экономических связей. Наши соседи имеют богатый научный и промышленный потенциал. Татарстан поставляет бензин, автомобили, продукцию химпредприятий, медоборудование. Из Ульяновска мы получаем грузовые и легковые автомобили, цемент, продукцию АПК. Сегодня стало известно, Татарстан намерен расширить сотрудничество с Ульяновской областью и в сфере самолетостроения. О деталях визита Дмитрий Аренин. В Димитровграде Рустам Минниханов посетил научно-исследовательский институт атомных реакторов. Это крупнейший в Европе подобный научный центр. Здесь идут разработки инновационных видов ядерного топлива. Сейчас строят многоцелевой исследовательский реактор на быстрых нейтронах. Основная его задача – это проведение исследований. Это реактор, который охлаждается жидким металлом натрием. Мощностью 150 мегаватт. На строительстве реактора задействованы и студенческие отряды, в том числе 14 человек с Татарстана. С ними сегодня пообщался Рустам Минниханов и отметил, они участвуют в реализации проекта мирового масштаба. Молодцы. Затем Райс республики вместе с губернатором Ульяновской области посетили Центр медицинской радиологии и онкологии. Он открылся 5 лет назад. Уникальный сам по себе комплекс, аналогичный комплекс есть только на границе США и Канады. Здесь представлены все существующие методы диагностики и лечения онкологических заболеваний, используемые в ядерной медицине. Благодаря протонной терапии можно избавиться от трудно расположенных опухолей. Когда пациент находится здесь и мы кладем ему массу, она не обжигает лицо. 70 градусов лицо не обжигает. Также Рустам Минниханов посетил Димитровградский индустриальный парк «Мастер». Он создан 5 лет назад при поддержке КАМАЗа и основываясь на опыте татарстанского «Кипмастер». Сейчас здесь более 30 резидентов. Один из крупнейших арендаторов – производитель детских игрушек. Более 80% сырья компания закупает у Нижнекамск нефтехима. Дидактические куклы, это называется, куклы в национальных костюмах. Вот первое, что мы сделали, это кукла в национальном татарском костюме. В Ульяновске Рустам Минниханов ознакомился с работой ряда авиационных предприятий. В частности, Промтех Ульяновск занимается изготовлением авиакомпонентов, в том числе для самолетов Ту-160М. Как отметил Райс республики, в самолетостроении Татарстан заинтересован в развитии кооперационных связей. Мы регионы авиастроительные, мы посмотрели авиационный ваш комплекс. У нас очень много пересечений в части авиационных наших производств. Поставка на Казанский завод, поставка в Ульяновский завод. У Татарстана и Ульяновской области хорошие перспективы наращивания торгово-экономических связей. Это отметили на встрече Райса республики губернатора Ульяновской области с деловыми кругами. В составе нашей делегации 30 крупных компаний. 5 лет назад совместный товарооборот составлял около 7 миллиардов рублей. С тех пор эта цифра значительно выросла. Визит делегации Татарстана в Ульяновскую область ответный. В марте соседи посещали нашу республику. Более 50 контактов тогда наши компании привезли, и сейчас по ним идет уже очень серьезная работа. Провели закупочные сессии на КАМАЗе, на Казанском вертолетном заводе, компании «Хайер», которая является крупнейшим производителем бытовой техники.
Сегодня эта работа продолжается. По итогам встречи состоялось подписание протокола с конкретизацией плана по расширению сотрудничества. Также было заключено соглашение об участии в реализации проекта торгово-логистического канала Средняя Волга, Каспийское море, Персидский залив. Документ предполагает сотрудничество в части формирования сборных грузов для дальнейшей отправки по маршруту до Персидского залива. Дмитрий Айрин, Давид Абдуллин, Марат Саидгараев, ТНВ, Ульяновская область. В Ульяновске Рустам Минниханов также посетил Исламский культурно-просветительский центр «Дом единства народов», где сегодня организовали сабантуй. Здесь есть своя мечеть, работают волонтерские организации, детский образовательный центр. Особое место занимает Национальный дом-музей под открытым небом «Единство народов». Здание и выставочную экспозицию построили и оформили активисты, которые хотели сохранить татарскую культуру. Рустам Минниханов осмотрел татарское подворье и ознакомился с деятельностью Ульяновской татарской национально-культурной автономии. В области проживают порядка 150 тысяч татар. Это одна из основных национальностей в регионе. Любая конфессия, любая национальность в нашей стране, в Татарстане, в Ульяновской области, в других регионах, созданы все условия, чтобы мы могли сохранить свою религию, свой язык. Казань и Ульяновск сегодня соединил водный путь и новый туристический маршрут. Сегодня в свой первый рейс вышел «Метеор» на подводных крыльях. То самое судно, получившее название в честь героя Советского Союза Мусы Джалиля. По сути, 18 августа стало исторической датой для водных пассажирских перевозок по Волжье. Речного сообщения между Ульяновском и Татарстаном не было 20 лет. Несколько раз предпринимались попытки создать этот маршрут. Сегодня мечта сбылась. Дата примечательна еще и тем, что новыми судами Муса Джалиль и Михаил Девитаев в республике началось обновление парка водной техники. Наш корреспондент Вероника Гайнутдинова вернулась из Ульяновска и делится первыми эмоциями. 5 часов утра. Причал речного порта Казани. Это по-настоящему историческое событие для речного флота Татарстана. По Волге в Ульяновск отправляется новый «Метеор». Речного сообщения между нашими регионами не было 20 лет. Пассажирами стали журналисты республиканских масс-медиа и представители туроператоров. Видите, у нас современное судно, абсолютно новое, да, ему еще, что называется, практически муха не сидела. Вот поэтому я вам желаю хорошего, комфортного путешествия. Вы поэтому такие свидетели исторического возрождения вот этих транспортных взаимосвязей между нашими регионами. До Ульяновска по воде 220 километров. Скорость судна 60 километров в час. Это расстояние «Метеор» проходит за 4 часа. Все это время пассажиры проводят в комфорте. Это один из главных приоритетов нового судна. Грандиозный, я считаю, проект на самом деле получился. Здесь концепция авиационных технологий применима. Вот все, что вы видите, это в принципе взято с авиации. Здесь все супер облегченно. В данном случае наше судно имеет большей ширины корпус. Что мы при этом имеем? У нас есть большой шикарный салон, у нас есть большие шикарные места в межряде, да, и большое расстояние между кресел. Это также положительно влияет на комфорт. Отлично. Ну как на самолете мы вот смотрим, не налюбуемся. Всем оснащен, комфортно для туристов, довольно-таки температура располагающая в такую жару, можно охладиться, выйти на улицу, снять красивые ролики. Нету большого шума, очень хорошо. Надеемся, прям не зря мы прям купили вот путевку вот туда и обратно. Атмосфера действительно как в самолете. Здесь несколько рядов сидений, вместимость 120 пассажиров, очень широкие проходы, а еще есть багажные отсеки. В салоне мягкие кресла, кондиционер, Wi-Fi. Также на «Метеоре» есть буфет, санузел, зона отдыха экипажа и предусмотрена возможность выхода пассажиров на палубу. А это самое интересное место и самая высокая точка на судне. Отсюда и происходит управление «Метеором». Это рулевая рубка. Здесь у нас сидит капитан. А это, только посмотрите, штурвал основной и резервный. В речном порту Ульяновска «Метеор» встречала делегация из Татарстана во главе с министром транспорта Фаритом Ханифовым. Речное сообщение с Казанью в Ульяновске ждали. Автомобильное и железнодорожное направления уже налажены. Теперь дело за водным транспортом, говорит глава Минтранса. На сегодняшний день вместе с туристическими агентствами как Республики Татарстан, так и Ульяновской области будет обсуждаться пассажиропоток возможный. Сегодня вы сами были свидетелями, как быстро, комфортно можно по реке ходить.
прекрасный вид. Посмотри налево, посмотри направо. Такую природу еще нужно поискать. Со стартом речного сообщения запустили и новый туристический маршрут между городами. В Ульяновске гостей из Татарстана ждет автобусно-пешеходная экскурсия по городу, исторический центр, музей камня Симбирцит и усадьба семьи Ульяновых. К нам приезжают очень часто и в большом количестве, но правда это часто на личном транспорте, на автобусах, на поездах. Но мы в этом году ждали, дождались прибытия первого метеора. То есть мы в конце концов получаем вот этот водный путь. Уже со следующей недели метеор по однодневному маршруту Казань-Ульяновск-Казань будет ходить по пятницам, субботам и воскресеньям. Ульяновск – это только одно из направлений. В планах Чебоксары, Самара и Нижний Новгород. На данный момент по воде курсируют 2 новых метеора татарстанского производства. Вероника Гайнудинова, Андель Мендубаев, ТНВ, Ульяновск. Новый метеор сегодня оценили Рустам Минниханов и губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Они посетили Ульяновский речной порт, куда прибыло первое судно с туристами из Татарстана. Как отметили, запуск регулярных маршрутов поможет активизировать контакты между регионами. Метеор, который пришел, он пришел пробный. Мы с коллегой уже договорились, что мы начинаем субсидировать эти маршруты, чтобы водным путем наше население общалось, ездило. Волга продолжает мелеть, и падение уровня воды жители республики называют катастрофическим. Оценки экспертов разнятся. Одни называют причиной обмеления жаркую погоду. В этом году осадков в 3 раза меньше нормы. Другие – активную застройку берегов. Экологи тем временем назвали причину обмеления снижение уровня Куйбышевского водохранилища. Рамиль Галиуллин о том, сколько воды утекло. Очень большую беспокойность вызывает. С каждым днем воды на реках республики все меньше и меньше, говорят татарстанцы. По их словам, в этом году площадь обмеления достигла невероятных размеров. В этом году намного меньше стало. Когда вот мы переходим через мост, миллениум, сразу видно, насколько это меньше стало воды. То есть убывает вода, к сожалению. Заметить изменения можно просто окинув взглядом берега водоемов. Они все в засохшей тени. Илы, ракушки – все, что осталось, говорят рыбаки. Я на Мёше езжу сейчас, там виднее. Насколько? На 1,5 примерно ушла вода по сравнению с весной. В условиях засухи страдает и рыба, и моллюски. Об этом говорят мастера рыбного промысла. У Петра Кузнецова свой завод в Лаишево. Низкий уровень воды сказывается на питании водных обитателей, подчеркивает предприниматель. В основном это кормовая база. Была бы уровень больше, трава, там, естественно, планктон, комары или что падает. Они все это, для них это кормовая база очень хорошо, питание для них. А при этом же вон голая земля, там ничего нет такого. Метеорологический прибор осадкомер Третьякова, который служит для измерения количества осадков. В этом месяце этот прибор в основном бездействует в силу того, что осадков в этом месяце выпало менее 1 миллиметра. По словам синоптиков, одна из причин обмеления рек – жаркое лето. Среднемесячная температура превысила 5 градусов от климатической нормы. Вместе с тем осадков в регионе выпало в 3 раза меньше обычного. За все лето выпало всего 67 миллиметров осадков, в то время как в норме за 3 летних месяца должно выпадать около 180 миллиметров осадков. И в то же время такое изнуряющая жара этого лета, она обеспечила интенсивное испарение, что также повлекло за собой некоторое уменьшение количества влаги в водоемах. Среди причин обмеления рек специалисты видят и застройку берегов. Она высушивает мелкие водоемы, которые питают Казанку, а затем и главную водную артерию страны. Именно от притоков зависит, в общем-то, пополнение воды Куйбышевского водохранилища. К примеру, на реке Казанке существует немало притоков городских. Есть Солонка, Сухая, Киндерка, Нокса. Многие из них застроены до уреза и продолжают выделять участки. Соответственно, реки эти становятся сухими. Соответственно, не восполняется Казанка, не восполняется Волга. Экологи отмечают, на самом деле происходит не обмеление Волги, а снижение уровня Куйбышевского водохранилища. Сейчас он составляет 51 метр. Большие объемы воды необходимы в Астраханской области. В настоящее время расходы через гидроузел Куйбышевского водохранилища составляют 5000 кубических метров в секунду. При этом приток составляет 4000 кубических метров в секунду. Из-за этой разницы происходит снижение уровня водохранилища.
водохранилище порядка 1,5-2 сантиметра в сутки. Режим работы Куйбышевского водохранилища устанавливается Росводресурсами, чтобы сохранить в республике уровень Волги на прежней отметке. В сентябре на совещании межведомственной рабочей группы рассмотрят предложение экологов Татарстана сократить расходы до 4000 кубометров. Рамиль Галиуллин, Нафиса Минязова, Владимир Гурьянов и Алмаз Зиединов. ТНВ. Казань. Сегодня последний день аномальной жары до плюс 34, а затем северные воздушные потоки возьмут свое, и температура начнет постепенно снижаться. В субботу днем до плюс 29, в воскресенье уже до плюс 25. Возможны кратковременные дожди с грозами и сильным ветром. По прогнозу синоптиков, в начале следующей недели сохранится аналогичная погода. С начала года на водоемах Татарстана утонули 62 человека. Из них за купальный сезон 49, 7 – дети. Одна из причин, как говорят эксперты, невнимательность родителей. Вторая, не менее важная, отсутствие навыков плавания. Мы решили изучить стоимость бассейнов, тренировок, обучения и поняли, почему научить ребенка плавать – дорогое удовольствие. При этом дефицита спортивных объектов после универсиады нет. Тренеров готовит наша Поволжская академия, но бесплатных кружков практически не найти. Почему так происходит, на вопросы ответит Сирина Васильева. Утопление является недооцененной и смертельной проблемой общественности, говорят специалисты. По данным Всемирной организации здравоохранения, за последние 10 лет утонули более 2,5 миллионов человек. Это в 2 раза больше, чем все население Казани. Среди жертв преимущественно дети в возрасте от 1 года до 9 лет. 11-летний Федор Горшков, как рыба в воде. 50 метров за 40 секунд может проплыть как кролем, так и на спине. Все потому, что родители с 5 лет водят в бассейн. Мы его начали купать с 2 лет в водоемах. В 4 я его привел в бассейн. И в 5 лет мы уже отдали в группу спортивного плавания. Спасатели казанского пляжа «Локомотив» каждый час обходят территорию, напоминая отдыхающим правила безопасности на воде. И не зря. Много тех, кто плавать не умеет. Только в этом сезоне спасатели несколько раз вытаскивали тонущих из воды. Очень много людей, которые не умеют плавать. Средний возраст взять, допустим, 15-16-летний. Так, уж не говоря про маленьких детей. Взрослые еще научились в свое детство плавать, а сейчас тенденция к тому идет. Ну, как мне кажется, все на гаджетах. В гаджетах они хорошо плавают. Но как же тогда научить ребенка плавать? По словам родителей, пробиться в городские бассейны нереально. Что бесплатно, что за деньги. Ну, сейчас вы видели хоть один социальный бассейн? Я нет, кроме фитнес-залов. В спортивной школы мы раньше вот ходили и в бассейны, и везде, а сейчас не всем доступны. Сейчас просто это все накладно, дорого. Поэтому как бы так получается. Ну, действительно, сейчас люди же все в ипотеках, в кредитах живут. В республике 281 чаша. В одном центре бассейнов может быть несколько. Например, во Дворце водных видов спорта 2 чаши по 50 метров. И это 10 дорожек. В каждой может заниматься по 15 детей. Это значит, что одновременно учатся 150 ребят. Но сами инструкторы говорят, все зависит от финансовых возможностей родителей. Если в 2013 году, в 2014 году в округе было меньше бассейнов, то сейчас их намного больше. Даже вот в сентябре откроется новая школа, опять с бассейном, напротив, через дорогу. И детских бассейнов, частных и государственных, которые обучение плаванию с младенчества. Выбор есть, поэтому было бы желание и это, и возможности у родителей. Водить, в первую очередь, время свое потратить. Мы сравнили цены за групповые уроки плавания детям в 3 бассейнах Казани. Так, за одно занятие в Бустане родителям придется заплатить 300 рублей, в ДВВС 350, а в Оргсинтезе вовсе 600. Выгоднее купить абонемент из 8 занятий. Они стоят до 3000 рублей. Но сколько понадобится занятий для того, чтобы уверенно держаться на воде? Намного дороже обойдутся индивидуальные тренировки. Так, в коммерческом бассейне для детей 7800 рублей в месяц за 4 занятия. Здесь учат плавать с грудничкового возраста и до 7 лет. Безопасность на воде для детей – это очень полезно. Дочери Александра Подольского ходят в ДВВС. За 2 в месяц он платит 2800 рублей. С ценами проблем нет, но попасть иногда бывает затруднительно, сетует отец девочек. Спрос он гораздо больше, чем наличие у нас объектов, хоть их много. Но так, что прям вот нам сказали, ребят, нет, такого, естественно, не было.
То есть, ну да, естественно, в этом это очень популярное место. В рейтинге самых популярных видов спорта республики плавание на втором месте. На первом футбол, на третьем волейбол. В этом году количество желающих поплавать стало в 5 раз больше. На еженедельные занятия приходят не только дети, но и взрослые, говорит инструктор по спорту Елена. Не умеющий ребенок плавать, это, можно сказать, залог того, что захлебнется, не дай бог утонет. Поэтому родители очень желают отдать ребенка на обучение, чтобы он умел хотя бы держаться на воде. Разные возраста. Взрослых не меньше, желающих обучиться плаванию. То, что в Казани желающих заниматься спортом больше, чем мест в бассейнах, подтвердили и в Минспорта Татарстана. Проблема, она, возможно, есть. Ну, во-первых, это, скорее всего, нехватка тренерских кадров, и мы сейчас работаем над этой темой, что подготавливаем высококвалифицированные тренерские кадры. По виду спорта плавания у нас ребенок на безвозмездной основе может заниматься с 7 лет. Но это те, кто выбрал большой спорт. А для тех, кто желает получить первичные навыки, это все за деньги. Сейчас Всероссийская Федерация реализует проект «Всеобуч по плаванию». Он уже введен в школьную программу начальных классов. Но для этого в школе должен быть бассейн и договоренность с ближайшим спортцентром. Но вряд ли аренда будет безвозмездной. Сирина Васильева, Данил Филатов, ТНВ, Казань. На 4 из 5 пляжей Казани купаться запрещено. Нарушение Роспотребнадзор выявил и на пляжах Нурлата, Бугульмы, Набережных Челнов, Мензелинска, Камского устья. Что там нашли, читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». Атнинский район сегодня первым в республике завершил уборку урожая. Аграрии намолотили почти 59 тысяч тонн зерна с урожайностью больше 31 центнера с гектара. Уборочная страда в республике выходит на финишную прямую. Лидеры по урожайности Тетюши здесь собирают по 40,5 центнеров с гектара. Следом Кайбецкий, Камско-Устинский, Дрожжиновский, Балтасинский, Спасский и Лаишевский районы. Музей декоративно-прикладного искусства народов Поволжья откроется в Институте культуры в рамках форума «Казан Digital Week». Посетители увидят быт и традиции представителей разных национальностей, в том числе и в оцифрованном варианте. Здесь будут проходить мастер-классы по созданию костюмов, керамики и деревянных изделий. Церемония открытия музея состоится в сенябре. Уже на форуме обсудят вопрос цифровизации выставочных и концертных площадок, а также защиту авторских прав. Планируется создание цифрового фотобанка, снимков городов республики, портретов уроженцев Татарстана и его жителей. Наша задача при помощи цифровых технологий сделать так, чтобы в каждом человеке была культура, чтобы культура двигалась и чтобы цифровые средства нам помогали это сделать. Музей, где на языках народов Поволжья мы можем увидеть кухню, быт. И это все оцифровка, это значит говорит о том, что это все будет передаваться из поколения в поколение в том виде, в котором оно у нас было у наших прабабушек, у наших прадедушек. Мы продолжаем рубрику, посвященную Году национальных культур и традиций «Айда Татарстан». И сегодня отправимся в Мамадышский район. Ежегодно здесь проходит праздник кряшинской культуры Питрау. Гостей знакомят с песнями, традициями и народными обычаями. Сегодня в Татарстане проживают 25 тысяч кряшин. Они бережно хранят свою культуру. Вот уже четверть века гости собираются в селе Зюри. Это поляна Тырлау в селе Зюри. Артисты отправляют гостей в историческое путешествие по обычаям и традициям почитаемого праздника кряшинской культуры. На Мамадышской земле вот уже 25-й год отмечают Питрау. В глубокой древности он был связан с летним солнцестоянием. Кряшины исполняли обрядовые напевы с надеждой на будущий урожай. Традиционно в кряшинской культуре Питрау отмечается 12 июля, в день памяти апостолов Петра и Павла. Праздник называют еще Петров день, отсюда и название Питрау. К празднику готовятся заранее, сначала постятся, потом прибираются дома и накрывают праздничный стол. С утра мы готовим всякие вкусняшки, блины, пироги, пельменки, все хорошее. Очень вкусные блюда готовим. И после мы и приезжаем вот сюда выступать с нашим ансамблем. Мы бережно храним наши традиции. Питрау для нас один из главных праздников. Мы тщательно к нему готовимся. В Питрау мы обязательно накрываем на стол, готовим праздничные обеды и отправляемся на гуляния. В отличие, например, от Каравона или Сабантуя, где веселиться начинают с утра, гуляния на Питрау начинаются во второй половине дня, а заканчиваются глубоко за полночь.
Петров день считается макушкой лета. Принято наблюдать за погодой, поэтому есть и свои приметы. Если в Петров день на улице сухо, то и оставшееся лето будет жарким. А если в этот день трижды идет дождь, урожай будет обильным. Если дважды – хорошим. Апостол Петр был рыбаком, поэтому говорят, каков улов в этот день, таким он будет в течение всего года. Считается, что травы после Петрова дня теряют часть целебных свойств, поэтому их заготавливают заранее. Девушки и юноши отправляются в лес собирать полевые цветы. По народным поверьям, приготовленные настои исцеляют от всех недугов. На Петра уплетут и венки. Гуляли по полянам, танцевали, через костер прыгали вместе с парнями. Вот так гуляли и праздник устраивали. Собирали 12 цветов, ромашку, пижму, клевер, колокольчик и другие с 12 полей. Клали их под голову и приговаривали. 12 цветов с разных полей, 12 молодцев. Кто суженый, ряженый, мне покажись и меня погляди. Одна из интересных площадок – поляна знакомств. Ведь не зря Кряшинский Петров называют еще и праздником любви. Издавна в Петров день кряшины искали себе пару. Эта традиция соблюдается и сегодня. Вот, например, сватья приходит домой, она не просто так заходит, поднимает рубашку, показывает штанину. Одна штанина на выпуск, а другая... Это означает, что сваха пришла. Есть поговорка: на Петра у невест выбирают, в покров свадьбы справляют. Традиции кряшины хранят и совершенствуют. Поэтому и сейчас на праздниках работает профессиональная сваха Аграфена. Ее бабушка тоже сватала молодых. Но перед тем, как сватья прийти, сватать невесту, изучает род жениха, нет ли там вредных привычек. Потом может передаться из поколения в поколение, если не отчитать. И потом сватья, то, что уже узнал у жениха, какой род, какое богатство, что дадут, и идет к невесте свататься. Сегодня, конечно, жених и невеста сами выбирают друг друга. Но сваха все-таки помогает. Здесь можно заполнить анкету, указав в ней, какой должна быть вторая половинка. Кто-то оставляет свой номер или знакомится лично. Считалось, что браки, заключенные в это время, крепкие. Чтобы земля принесла богатые плоды, надо проводить лето с песнями и танцами. Главное украшение праздника – это фестиваль фольклорных ансамблей «Кряшин». В Мамадышский район съезжаются 50 лучших коллективов со всего Татарстана и регионов России. Они бережно хранят свои песни поколениями. Все мы должны об этом знать, помнить корни свои, традиции свои. Это наши предки, это наша земля, это наша родина. Все это мы должны передавать молодым людям. Петров считается календарной границей года, после которой природа начинает готовиться к осени. В этот день принято встречать рассвет в поле. Вот и Петров начинают праздновать ближе к закату и гуляют до утра. Вероника Гайнудинова, Ленар Хузахметов, ТНВ, Мамадышский район. На этом пока все. Далее прогноз погоды. Следующий выпуск новостей Татарстана смотрите в 21:30. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Банк Аверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства. По данным сервиса Яндекс.Погода, в предстоящие сутки в Бугульме, Бавлах и Азнакаево облаков станет больше, осадки не ожидаются. Ночью 19 градусов, днем до 28 тепла. Жара спадет и в набережных Челнах, в Нижнекамске и Лабуге. Ожидается в ночные часы около 18 градусов тепла, а днем плюс 25. В Агрызне, Менделеевске, Актаныше ночью ожидается около 17 тепла, а днем температура понизится до плюс 23.
В Арске, Кукмаре, Балтаси погода изменится. В ночные часы 18 градусов тепла, а днем 23 градуса со знаком плюс. Без осадков дожди не прогнозируется в Болгаре, Дрожжином, Буинске. Температура ночью около 17 тепла, а днем температура понизится до 25 градусов выше 0. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше осадки маловероятны. В ночные часы ожидается около 18 тепла, днем плюс 25 градусов. В воскресенье ожидается комфортная, теплая погода. В Казани ожидается малооблачная погода, осадки маловероятны. Ночью воздух прогреется до 21 градуса тепла. Днем температура понизится до плюс 25. Ветер северного направления, умеренный. Атмосферное давление и влажность воздуха в норме. Магнитное поле Земли спокойное. И это все новости о погоде к данному часу. Оставайтесь с нами на ТНВ и берегите себя.